«Помоги ближнему». Возможности меценатов обратятся в акции милосердия. «Заплати им, заплати». Сборы коммунальных платежей увеличиваются, а вместе с ними и география рейдов. ФОК в Кантышево превратился в бойцовский клуб. Сегодня здесь прошло первенство Ингушетии по кикбоксингу. В эфире «Новости 24», в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Малоимущим семьям будет оказана материальная помощь за счет ингушских меценатов. Все сопутствующие этому вопросы сегодня решались в ходе общения главы республики с председателем Духовного центра мусульман Ингушетии, общественными и религиозными деятелями. Акция будет приурочена к священному месяцу Мавлид. Юнусбек Евкуров назвал это время хорошей возможностью пожертвовать и проявить заботу о тех, кто в этом действительно нуждается. Все подробности у Муслима Ганиева. Благотворительные акции планируется провести в месяц рождения пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и да приветствует. Составлением списка нуждающихся займется муфтият республики. Средства на проведение акции выделят ингушские предприниматели и меценаты. Многие уже изъявили желание принять участие в акциях. Материальную помощь получат несколько тысяч семей. что набы сади волк бизнес можно набы и хантогер списки же асфальт ачиткон имамышка только что там это делать санда да вот и халры шнах игрчага дизерби игрчага халбар. Еще один вопрос, который трудно решить без участия представителей муфтията, это примирение кровников и разрешение конфликтных ситуаций. Эту проблему тоже обсудили на встрече с главой. Несмотря на уговоры и просьбы членов комиссии, имамов мечетей, некоторые семьи не спешат отказаться от вендетты. Евкуров призвал собравшихся усилить работу в священный месяц. Также он отметил, что прощение кровной вражды по канонам ислама не освобождает от уголовной ответственности убийства человека. Месяц Маулид наступил 2 января. На протяжении 28 дней, пока он идет, принято приглашать и угощать гостей, читать хадисы, изречения о жизни пророка и раздавать милостыню бедным. Муслим Ганиев, Тимур Карахоев, Новости 24. Государственная аккредитация учебных заведений и меры по более эффективному лицензированию в сфере здравоохранения. Об этом шла речь на заседании Президиума правительства. Там отметили, что аккредитация в обязательном порядке должна подвергаться педагогическая деятельность. Необходимо разработать специальную методику. Юнусбек Евкуров велел изучить глубже эти два вопроса. А по теме реставрации башен выступила зампред правительства Мадина Гойгова. Сейчас ведется большая работа по сохранению исторических объектов, проводится их инвентаризация. Глава региона подчеркнул, что до конца августа люди, незаконно проживающие вблизи башен, должны освободить заповедную зону. Также в этом году исполнится 70 лет, как наши предки были выселены в Среднюю Азию. Юнусбек Евкуров отметил, что мероприятия, посвященные дате, должны пройти на высшем уровне. И нужно организовать раздачу милостыни нуждающимся. В честь этого дня, я еще раз повторяю, в новостройках, там еще как-то там увековечить этот день, как название улицы, к примеру. В том числе не только 70-летию, а еще какими-то именами там, казахских, там, тоже Павлодара, там, Караганды, там, еще кого-то улица такая-то, чтобы в памяти это была, чтобы она закрепилась, чтобы она осталась. Делегации пригласить из Казахстана, в том числе, из Кыргызстана, там, где наши были. То есть все это продумать. Пожар в здании городской администрации обошелся без жертв. Сигнал о ЧП был своевременен, помощь оперативной. Больше всего досталось бухгалтерии. Именно она стала эпицентром. Напомним, сообщение о сильном задымлении на 3-м этаже поступило в МЧС вчера, около 10 вечера. Подробнее Хадия Дельбиева.
Пожар в здании администрации Назрани вспыхнул поздно вечером, когда ее сотрудников уже не было на работе. Возгорание произошло на 3-м этаже в кабинете бухгалтерии и сопровождалось сильным задымлением. Буквально через 4 минуты после сигнала на пульт дежурного на место выехали пожарные, которые потушили огонь. Организовали меры по безопасности, оцепление вокруг здания, обеспечили подход пожарным службам. В тушении участвовали 5 пожарных расчетов. Причины пожара устанавливаются, но версии уже есть. По предварительным данным, эта проводка загорелась и причиной стала возгорание очага. Уточняйте. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Ущерб зданию нанесен незначительный. Хадия Дельбиева, Рахман Цуров. Новости 24. В Малгобеке задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Это уроженец сельского поселения Сагапши. 13 января в дежурную часть Малгобека обратился житель Чеченской республики Турко Бадаев. Он сообщил, что в Нижних Ачелуках неизвестные угнали принадлежащие ему «Жигули» вишневого цвета. Полиции понадобилось ровно сутки для того, чтобы выйти на след предполагаемого угонщика и задержать его. 14 января личным составом межмуниципального отдела Малгобекский в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение вышеуказанного автомобиля и задержан подозреваемый в совершении данного преступления гражданин Цичоев Дауд Абдулмаджитович, 90-го года рождения, проживающий в сельское поселение Сагапши, улица Карбулакская, 65, который дал признательные показания по вышеуказанному факту. Более 200 миллионов рублей удалось, так скажем, добровольно изъять у потребителей энерго- и газоресурсов. В ход идут разъяснения, уговоры, предупреждения, ну а затем переходят к крайней мере – отключают газ и свет. Заслуженному наказанию уже подверглись более 1000 абонентов. Руководство МРСК Северного Кавказа и Ингушэнерго вновь обращаются к сознательности неплательщиков. По данным с бытовой компании, задолженность республики по электроэнергии на 10 января составляет более 1,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы приходится на простых потребителей. Задолженность некоторых абонентов доходит до нескольких десятков тысяч рублей. Принято решение, что отключать будут не просто с помощью выключения автомата на счетчике, а полностью будут срезать провода. Что это означает? Это означает, что помимо того, что вы заплатите это означает, что, во-первых, никто самостоятельно подключиться не сможет, а во-вторых, когда будут восстанавливать энергообеспечение, людям придется еще заплатить за расходные материалы. Жалобы на завышение суммы в квитанциях звучат довольно часто. К вам пришло уведомление. В уведомлении стоит цифра, с которой вы не согласны. Вы идете в наше отделение и проводите сверку. После того, как вы провели сверку, выверку сделали, вы увидели ваш реальный долг и начали его гасить. Зачастую в 80% случаев он бывает значительно ниже заявленной суммы. Но исходить из того, что вот ко мне пришло уведомление, я с ним не согласен, я буду сидеть там в кресле и ничего не делать, это просто неумная позиция. Если абонент не провел сверку и отказывается платить по долгам, энергетики вправе его обесточить. Практически каждый день мы теперь будем минимум 90-100 потребителей отключать. И я думаю, в будущем будем и наращивать. Силы у нас для этого есть, и техника есть. И я бы хотел попросить всех наших потребителей, чтобы они серьезно отнеслись к этому вопросу. Почему? Потому что если мы не будем платить, то нам придется покупать свечи, керосиновые лампы, как в старые добрые времена. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло. А вопрос действительно сегодня стоит таким образом. Также энергетики отмечают, что принимаемые усилия дают положительные результаты. Только за последние месяцы потребители, не дожидаясь крайних мер, погасили долги на сумму более 22 миллионов рублей. Магомед Измайлов, Гапурчах, Киев. Новости 24. Ну а теперь поподробнее о самом процессе контроля и выявления должников. Сегодня рейд провели в Икажево. Долги некоторых местных жителей превышают сумму в 100 тысяч рублей. Плату за неиспользованные ресурсы требовать никто не будет. В случае электронного сбоя или недочета абонентской службы также будут проверены. И если таковые возникнут, их немедленно устранят. А вот по закону заплатить все-таки придется. Репортаж Фатимы Кариевой.
Рейд по злостным неплательщикам начался с совещания в администрации села. Ее глава, руководитель рабочей группы и представители газовых служб собрались для планирования предстоящего рейда. На встрече были представлены списки самых недисциплинированных абонентов. За каждым из них числится долг свыше 100 тысяч. По итогам встречи было решено выехать по адресам. Сегодня мы постараемся обхватить старый фонд села. Следующие рейды сама по новостройкам. Новостройкам. Там у нас тоже очень проблемный момент. 100%. Сейчас создаем 3 группы, сектора определен. В рабочей группе по 3 человека. Это представители администрации села, газовой службы и СМИ. Отключение – крайние меры. Несмотря на то, что в течение года с неплательщиками проводят беседы, направляют уведомления, извещения с просьбой погасить имеющуюся задолженность, долги как числились, так и числятся за хозяевами домов. В последнее время за коммунальные услуги стали исправно платить пенсионеры. Но число тех, кто уклоняется от обязанностей ежемесячно оплачивать потребленный газ, воду и свет, по-прежнему высоко. Мы просили, мы сейчас просим, ходим. Практически уже один раз мы в 2013 году провели продовольственный обход. Результат был, конечно, безусловно, благодарен только той категории граждан среднего класса, которые добросовестно платят. Это, в том числе это и пенсионеры, в основном, да, сам Баклолох, действительно. А вот класс имущих людей, как бы это самое, те, которые имеют задолженности 50 тысяч и более, то они, я считаю, безответственно подходят. После совещания рабочая группа сразу выехала на улицу Асканова. Там газовики постучались чуть ли не в каждый дом. Многие двери не открывали. Газовики обещают продолжать рейды, а значит не миновать и отключений. После этого придется не только погасить долг, но и заплатить за повторное подключение к общей сети. Фатима Кариева, Юнус Сучоев, Новости 24. Премьер-министр Ингушетии Абубакар Мальсагов провел совещание о ходе подготовительных работ по созданию ситуационного центра, который будет предназначен для оперативного принятия решений, контроля и мониторинга. На данном этапе находится на согласовании дизайн-проект будущего центра. В связи с замечаниями и методическими рекомендациями, внесенными специалистами Федеральной службы охраны, проект направлен на доработку разработчику. Его ориентировочная стоимость около 25 миллионов рублей. Сегодня день Википедии, обширной интернет-энциклопедии. Именно здесь можно найти публикации по самой разнообразной тематике. Значимые события, персоны, исторические личности, научные открытия. В связи с этим праздником эрудиции в республике объявлен конкурс на лучшие статьи о регионе, его достопримечательностях, богатстве природы и известных личностях. Обновление электронной базы данных лишний раз поспособствует продвижению наших брендов. Победители будут поощряться материально. Я призываю всех желающих, особенно наших студентов, аспирантов, молодых ученых, пополнить статьи об Ингушетии, продемонстрировать то лучшее, что мы унаследовали и то, что мы сумели создать за последнее время. Мы должны поделиться с миром своими знаниями о родной республике и показать лучшие ее достижения и успехи. 15 января текущего года объявлен тематический конкурс, в котором мы призываем студентов и всех желающих принять активное участие по написанию статей, посвященных истории, географии, природе, культуре и знаменитым жителям Ингушетии. Официально объявленная акция по сбору крови завершилась и вполне удачно. А вот желание помочь, восстановить чье-то здоровье у людей осталось. Сегодня донорами выступили сотрудники Министерства труда и социального развития Ингушетии. Все подробности у Мадины Албагачиевой. Сдача крови здесь уже обычное дело. Сюда работники республиканской станции переливания крови наведываются с 2008 года. А сотрудники министерства во главе со своим руководителем Багудином Маршани, который, кстати, является почетным донором, охотно делятся частью своей крови ради помощи нуждающихся в ней людей. Очень хорошее дело сдавать кровь, так как у нас у всех есть родственники, близкие. Многие попадают в больницы. И когда нет банка крови, то люди начинают искать кровезаменители и кровь. Перед тем, как взять кровь, нужно определить, может ли этот человек являться донором. Поэтому обязательно беседа с врачом, который выясняет все необходимые данные. Перенесенные заболевания, вес, употребляемые лекарства. С давлением проблемы бывают у вас? Рост и вес скажите свой. 86. Инфекционные, кожные заболевания. Чувствуете хорошо себя?
Если противопоказаний нет, у будущего донора определяют группу крови и уровень гемоглобина. Затем 450 мл крови собирают в герметичную упаковку, проводят над ней необходимые исследования и на полгода отправляют ее на карантин. Эта необходимость вызвана тем, что инкубационный период болезни, передающийся через кровь, 6 месяцев. По истечении этого срока у донора вновь берут кровь. Если донор, как и раньше, здоров, кровь его является пригодной для использования. По словам специалиста по пропаганде донорства крови и ее компонентов Лиды Хамхоевой, необходимость в донорской крови была всегда, но в последнее время она возросла из-за участившихся случаев аварий на дорогах. Мы выезжаем во все наши организации и просим людей, и просим населения республики, пожалуйста, сдавайте кровь для спасения своих ближних, для спасения новорожденных детей. Потому что у нас запасов в республике мало, а запасы должны быть на всякий случай, как НЗ, неприкосновенный запас. Он должен быть в республике. Среди доноров здесь были не только сотрудники министерства. Работники и руководители других организаций тоже решили приобщиться к этому благородному делу. Донорскую кровь я сдаю не первый раз. Каждый год, можно сказать, сдаю. И после сдачи крови чувствую себя ничуть не хуже, наоборот, лучше. Вреда от этого нету. Просто сдаешь кровь и чувствуешь, что ты кому-то где-то оказываешь помощь. Работники республиканской станции переливания крови отмечают положительную тенденцию в области донорства. Если раньше люди относились к этому негативно или не осознавали, насколько это важно, то теперь они начали понимать главную цель этой акции – спасение жизни человека. Мадина Албагачиева, Ахмед Парчиев, Новости 24. Борьба за путевку в Донбай сегодня разразилась в Фоке Кантышева. На ринге молодые титулованные кикбоксеры. Судейскую команду возглавляет 4-кратный чемпион мира Моусар Кадзоев. За поединками следил и наш корреспондент. Неимоверный азарт царит в Кантышевском физкультурно-оздоровительном комплексе. Здесь проходит первенство Ингушетии по кикбоксингу. Десятки спортсменов со всей республики пришли оспаривать путевку в Донбай на чемпионат СКФО, который состоится уже в конце месяца. Там отобравшиеся, они уже будут принимать участие в составе ЮФО на чемпионате страны, который будет проходить в феврале месяце, с 17 по 22 февраля. По накалу страстей и зрелищности бои не уступали даже чемпионату России, на котором наши земляки будут выступать в случае победы в окружном турнире. Все бойцы показали достаточно красивые поединки. Невысокий уровень мастерства компенсирует характер и желание победить. Среди судей соревнования был 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу Моусар Кадзоев, который к тому же является одним из факелоносцев зимних Олимпийских игр Сочи 2014. Бои прошли, можно сказать, на хорошем уровне. Ребята были хорошо подготовлены. На таких соревнованиях ребята обкатываются и набирают опыта. Ребята поедут на чемпионат Юга России, они будут представлять нашу республику. Там будет отбор на Россию. Я думаю, что наши ребята могут выиграть. На ринге были и достаточно титулованные, несмотря на свою молодость, бойцы. 20-летний Абдулла является чемпионом Кубка мира. На этом турнире он подтвердил свой класс, одержав уверенную победу в завершающем поединке. Нормальный соперник. Было сложно. Это первый бой. Я хотел сказать огромное спасибо моему тренеру Азиеву Магомеду. То, что он подготовил меня. Я должен выиграть Россию, и я так планирую. Оправдает ли Абдулла надежды тренера, попав в республиканскую сборную в Донбайе, станет ясно уже завтра, в финальных поединках. Ильяс Курскиев, Магомед Алмазов, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной ночи.